Если на пластике присутствует черная полоска, паста жутко ядовитая и вообще целиком из нефти. Синее, красное тоже ничего хорошего, но зеленая чисто травы, да, натуральные вещества. Есть и другой вариант, который говорит о том, что если полоска черная, паста содержит абразив и подходит только для отбеливания зубов, так как сильно портит зубы. А для ежедневного применения лучше всего брать зеленую. Ну, всем ясно, да? Да. Какая полезная? Правильно ухаживать за зубами. У меня была схема чистки зубов. Чистить зубы надо сверху вниз, от корней до их кончиков, зубов к их кончикам. Каждый зуб должен почищать не менее 10 раз с одной стороны и столько же с другой. Когда мы... У каждого народа были свои секреты по уходу за зубами. Древние африканские племена чистили зубы с помощью порошка, приготовленного из древесной золы и коровьего навоза. Китайцы использовали соль и корень женьшеня, а древние римляне использовали для полоскания волос и рта свежую черепашью кровь, козье молоко и древесную уголь. В Древнем Египте в состав входил пепел от сожженного бычьего нигера и пенза. В конце XVIII века в Великобритании появился первый зубной порошок. Он состоял из кирпичной пыли, извлеченной глины и фарфора. Упаковывали его в маленькие бумажные пакетики, что было крайне неудобно для его использования. Чтобы порошок приобрел желеобразное состояние, стали добавлять крахмал и глицерин. К нему также добавили мыло и мятное масло. И, наконец, в 50-е годы предложили использовать в качестве основы порошка мел. Ближе к концу 19 столетия предприимчивый аптекарь из Нью-Йорка по имени Уильям Колгейт решил отказаться от бумажной упаковки и продавать зубной порошок в стеклянных баночках. Это было удобнее, хотя людям пришлось мучиться еще 20 лет, пока он же не создал современный тюбик для зубной пасты. Его уже известная на то время компания с 1896 года стала производить зубные пасты в тюбиках. Что касается Руси, историю зубной пасты можно разделить на два периода. До Петра Великого люди использовали для зубов составы на основе смолы деревьев, прополиса, толченой скорлупы яиц, березового угля и дубовой палочки. Петр I ввел правило чистить зубы мелом. В настоящее время зубные пасты могут иметь традиционный фруктовый или травяной вкус. Для взрослых гурманов производители предлагают продукцию с привкусом бекона, шоколада и даже острого перца. Что касается оттенков, к экзотическим товарам относится черная зубная паста. Ее можно приобрести в азиатских странах. В основе лежит бамбуковый уголь, который прекрасно отбеливает зубы. Французские производители предлагают зубную пасту кроваво-красного цвета. При ее использовании в процессе чистки создается жутковатый эффект. Иногда зубную пасту используют не по назначению. Например, с ее помощью можно мыть окна, смесители и даже обувь. Сейчас зубная паста – это необходимое средство гигиены каждого человека. Чистите зубы и не болейте. Вам было интересно? Да. Так, значит, компания Colgate образовалась в 1896 году. Видите? Да. То есть столетие прошло, как эта компания образовалась, да? Да. То есть мы громче. Мы добавим 2 чайные ложки соды. И 20 грамм воды. Примерно столько. Еще мы должны добавить кокосовое масло. Кокосовое Но масло, мы его да. не нашли, да? Так. И тщательно перемешиваем, да? Да. Дальше. И получается домашняя зубная паста. Можно очистить, да? Если вдруг у вас закончилась зубная паста, вы можете приготовить своими руками. Давайте похлопаем Нурали.